Сегодня четверг, и в эфире городского телевидения программа «Крупным планом», и я ее ведущая Ляна Кириллова. Здравствуйте! В связи с тем, что близятся новогодние праздники и ожидается много культурных мероприятий, сегодня в нашу студию мы решили пригласить начальника отдела культуры администрации городского округа Элизу Гумеровну Кирееву. Здравствуйте, Элиза Гумеровна. Добрый вечер, здравствуйте. Я думаю, много вопросов мы сегодня с вами осветим, но если у вас, уважаемые телезрители, возникнут свои, вы можете звонить нам по телефонам прямого эфира 5 14 95 и 8 927 303 43 43. Элиза Гумеровна, давайте начнем нашу беседу. Мы часто слышим об учреждениях культуры нашего города, также часто слышим об успехах наших сибайских артистов, но давайте о победах поговорим чуть позже. Нынешний год для сферы культуры у нас ознаменовался хорошим укреплением материально-технической базы. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, где что было произведено, за счет каких средств? Да, действительно, этот год у нас был очень насыщенным по проведению ремонтных работ. Это вот в 2017 году по программе поддержки местных инициатив была проведена частичная замена деревянных оконных блоков зданий детской школы искусств. Также были выделены средства из городского бюджета на замену проведения капитального ремонта полностью системы отопления. Также детская школа искусств пополнилась музыкальными инструментами. В детской музыкальной школе мы заменили полностью также за счет городского бюджета систему отопления, начали менять окна и также приобрели большой музыкальный инструмент фортепиано фирмы Weber. В этом году наш городской парк культуры и отдыха участвовал в программе по «Единой России. Городская среда». И, наверное, горожане все видели, все были в парке. Мы провели там очень большие ремонтные работы. В парк вдохнули новую жизнь, там действительно за этот год очень много всего было проведено. Да, действительно, очень много мероприятий, очень много ремонтных работ, что-то новое мы сделали, ландшафтный дизайн. И сейчас на данный момент там идут ремонты в здании парка культуры и отдыха. То есть здание получает новое дыхание, также интересно что-то получится. Провели очень много ремонтных работ в библиотеках. Это в 5-м филиале по муниципальной программе «Доступная среда» прошли ремонтные работы. И в детской библиотеке также прошли ремонтные работы. То есть материально-техническая база в этом году учреждению культуры очень хорошо мы подкрепили. Ну и в этом году на ваш баланс был передан Дом молодежи. Какая работа там произвелась на сегодняшний день? Что функционирует на базе Дома молодежи? Действительно, бывший кинотеатр «Мир», чтобы он дальше функционировал, и мы его переименовали в Дом молодежи «Мир». Также оставили «Мир», чтобы горожане всегда помнили, что мир есть, им будет существовать, он будет работать. Но он просто называется Дом молодежи, но фактически он является центром и для детей, и для взрослых, и для молодежи. В этом году в Доме молодежи проведены более 80 мероприятий. Дом молодежи вдохнули новую жизнь. Там мы сделали сцену. Также функционирует экран. Проводим очень много мероприятий, КВН, всяких квестов, конкурсов, фестивалей. И, естественно, Новый год мы полностью кинотеатр «Мир» или Дом молодежи «Мир» будет работать для наших горожан и для наших деток. Будут во время новогодних каникул идти мультфильмы, также проводиться дискотеки и концерты. Ну, Сибайская студия телерадиовещания является соседями Центра народной культуры и досуга. Мы находимся в одном здании, и поэтому мы яркие, наверное, свидетели того, что здесь уже на протяжении нескольких месяцев идут ремонтные работы. Мы это слышим ежедневно, и многие из них направлены на работу именно на обеспечение доступа в учреждения маломобильных групп населения. Вот вы отметили, что по доступной среде в библиотеке проводились работы, и здесь тоже, да? Да, в учреждениях культуры большое внимание уделяется предоставлению услуг маломобильным гражданам. В текущем году Центр народной культуры и досуга принял участие в федеральной программе «Доступная среда». В рамках программы выделилось субсидии 1 миллион 240 тысяч рублей. Это с Министерства труда. И в рамках этой программы у нас действительно идут ремонтные работы. Они начались у нас в начале октября и на сегодняшний день уже идут к своему логическому завершению. И я думаю, что наш центр преобразуется уже по этой программе, и мы будем ждать наших горожан всех категорий. Ну, то есть там уже и пандусы будут установлены, еще какие-то дополнительные что-то? Да, будут установлены пандусы, там расширились дверные проемы, там будут установлены специальные таблички, и
у нас люди-колясочники смогут подняться на второй этаж и участвовать в концертных программах. Как вы знаете, там находится у нас сцена Центра народной культуры и досуга, то есть принимать участие на всех мероприятиях учреждений культуры. Ну, до этого мы немножко затронули библиотеки. Вот хотелось бы узнать, на сегодняшний день все-таки библиотеки насколько востребованы? Потому что у всех есть интернет. Если раньше в школе учились, мы шли там написать реферат в библиотеку, сидели часами, выписывали, да, сейчас это все в доступности, включая компьютер, и, пожалуйста, все перед тобой. Кто посещает библиотеки, вообще как они работают сейчас? Ну да, действительно, несмотря на то, что жизнь стремительно меняется, библиотеки по-прежнему остаются центрами, островками мудрости и знаний. Библиотека была и есть своеобразным центром информационных технологий, информационных материала, местом, где можно узнать много интересного и полезного, и вживую пообщаться с книгой, потому что интернет этого не дает, к сожалению. Новая книга – это издание, их можно, как любители библиотек говорят, можно понюхать и пообщаться вживую с книгой, пообщаться, поговорить именно с книгой, а не только с произведениями. Библиотеки являются центром общения, обучения и живого диалога. Как сказал наш глава республики Рустам Закиевич, библиотека должна сейчас стать центром общения и культурным центром, где не только ты даешь книгу и получаешь, но и общаешься вживую. У нас много проходит в библиотеке мероприятий. Это работает в 10 библиотеках, 12 клубов по интересам, и постоянно эти клубы действующие, и очень много людей ходят в эти клубы, и ежемесячно, еженедельно мы проводим интересных мероприятий, и мы всех горожан туда приглашаем. Поэтому, если вы хотите участвовать в жизни города, в жизни библиотеки, пожалуйста, приходите, мы вас ждем. В библиотеках очень интересные мероприятия проходят. Спасибо за ответ. Я думаю, кто-то на это откликнется, и участников клубов станет больше. Ну, надеемся. Да, вы отметили, что и библиотека, и Центр народной культуры и досуга становятся более доступными для маломобильных групп населения. Как вообще в учреждениях культуры у нас развивается инклюзивное образование? Насколько наши кружки и объединения доступны для детей с ограниченными возможностями здоровья? Ну, действительно, как вы уже сказали, инклюзивное образование набирает свои обороты в нашем городе. В нашем городе почти все учреждения и культуры, и образования доступны для наших детей маломобильных групп населения. В наших 3 школах отдела культуры обучается около 80 детей. Основная работа по данному направлению, конечно же, у нас идет в детской школе, в школе искусств. Уже с 2014 года дети с ОВЗ имеют возможность получать музыкальное образование. Школа сотрудничает с коррекционной школой, где обучается около 40 детей этой школы. Также приезжают наши коллеги с Челябинской области, с Баймакского района, с Хайбулинского района, с города Уфы, с Сызрань к нам приезжала. То есть мы работаем по этому направлению очень-очень хорошо. Педагоги детской школы искусств делятся своим опытом по городам России. Также проводят открытые уроки. И буквально в начале ноября у нас проходило большое республиканское совещание по инклюзивному образованию, где приезжали все директора школ, детских школ искусств по республике, и мы поделились своим опытом. И как выступила министр культуры на данном совещании, недавно, 5 декабря, состоялось совещание, детская школа искусств вошла в 10 лучших школ дополнительного образования по данному направлению, по работе с детьми-инвалидами. Ну, что можно сказать о детской художественной школе? Это одна единственная школа в республике, новая, замечательная школа, где созданы все условия для детей с инвалидностью и для людей маломобильных групп. Такой школы в республике больше нету. Если кто-то вдруг не сходил, сходите, посмотрите. Там созданы прекрасные условия для всех наших детей. И наши учреждения во всех школах и учреждениях с трепетом относятся к нашим особым детям и ждут, и будут с ними заниматься, естественно. А художественную школу, можете сказать, там только детей принимают или планируется, вот, так скажем, в современных веяниях какие-то курсы, может быть, по рисованию для взрослых организовать? Потому что бывает же, что становишься взрослым, понимаешь, что не все успел охватить в детстве, и хочется найти себя где-то в творчестве.
Сибайская детская художественная школа по этому направлению действительно начала работать. Вот перед Новым годом проходили несколько мастер-классов по изготовлению подарков на Новый год. Сейчас очень много молодых девушек, мам, женщин хотят подарить своим детям, своим близким что-то особое, что-то сделано своими руками. И у нас проходят данные мастер-классы, поэтому график проведения таких мастер-классов на сайте детской художественной школы и сайте отдела культуры есть, поэтому можно посмотреть и сходить и поучаствовать в данных мастер-классах. Мы по данному направлению, то есть веяние времени мы держим, работаем. Идем да, в ногу со временем. Все, спасибо, это отличная новость. Вы уже отметили, что у нас много проходило по линии проекта формирования комфортной городской среды. Помимо этого у нас в городе реализуется еще один партийный проект «Единая Россия» – это театры малых городов. Кто у нас попал для участия в этом проекте и что было сделано за 2017 год? Да, действительно, в этом году по инициативе фракции «Единая Россия» из федерального бюджета были выделены средства на поддержку творческой деятельности и обеспечение материально-технической базы театров малых городов. По республике принимало участие 6 театров, и наш театр имени Арслана Мубарякова было выделено около 5 миллионов рублей, были приобретены музыкальные инструменты, световое оборудование, укрепилась материально-техническая база, и также мы поставили очень интересный спектакль «Кыз Урлау», это пьеса Мустая Карима. Спектакль был поставлен заслуженным артистом Республики Башкортостан, известным режиссером Азатом Зиганшиным. Художником выступал Рустем Баймухаметов, музыкальное оформление делал заслуженный деятель искусства Ильшат Яхин, а хореограф выступал наш балетмейстер, заслуженный артист Республики Башкортостан Сулпан Аскарова. В рамках данного проекта Сибайскому концертно-театральному объединению или Сибайскому театру, детскому театру «Сулпан» было выделено 3 миллиона 333 тысячи рублей. Также приобретено световое и музыкальное оборудование, музыкальная аппаратура, и также был поставлен интересный детский спектакль «В поисках сокровищ» или «Выгодные дельцы». Данные спектакли пользуются большим успехом, и действительно это была очень большая поддержка нашим театрам. Наши театры преобразились значительно. Да, значительно, потому что такие суммы денег действительно помогают театрам. Ну, как говорится, созданы все условия для того, чтобы дальше развиваться, работать и достигать новых успехов. И вот, кстати, об успехах. Каким нынешний 2017 год выдался для сибайских артистов? Какие наиболее значимые, может быть, можете отметить? Ну, действительно, коллективы художественной самодеятельности ежегодно активно участвуют во всех республиканских, межрегиональных, международных конкурсах. И в этом году нашу копилку побед самодеятельными коллективами добавили 33 призовых места, из них 2 гран-при, 16 первых мест, 6 вторых мест, 9 третьих мест. Из них надо отметить 9 это международного уровня. Все эти результаты говорят о положительном росте и о хорошем качестве работы наших учреждений, думаю. 87-й творческий сезон театра открыл театральную ночью наш театр имени Арслана Мубарякова. Мы поставили замечательный спектакль по повести Лиры Яхшибаевой «Мужавир Хадрат» или «Провидец». Этот спектакль был очень резонансным, очень много народу посмотрели, и данный спектакль сейчас в 2018 году будет также гастролировать по республике и по соседним регионам. Коллектив детского театра «Сулпан» принял активное участие во всех программах театральных, хотя и маленьким театром является. И он стал участником также федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи» и удачно гастролировал по России. Там они стали несколькими лауреатами, дипломантами конкурсов, там участвовали в фестивалях. Айнур Аминев стал лауреатом первой степени, Баязид Байназаров вторая степень на республиканских конкурсах «Курая» и «Певцов». И вот буквально недавно, в начале декабря, Залия Нурлы стала обладателем первой премии «Башкортиры», а наш бывший выпускник колледжа искусств Алмаз Хусаинов стал обладателем гран-при. И наш коллектив «Сармат» Сибайского института Башкирского государственного университета буквально на той неделе вернулся с победой, с гран-при, с телевизионного конкурса «Баек». Это, я считаю, большим достижением для студенческого коллектива. Ну, я добавлю, что народный ансамбль танца «Сармат» стал победителем в номинации «Полный ансамбль» среди молодого поколения. С артистами сегодня встретилась наша съемочная группа, поэтому давайте посмотрим сюжет. Но перед этим я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня в гостях начальник отдела культуры
культуры. И у нас осталось еще 15 минут, чтобы вы могли задать свои вопросы. Телефоны студии 5 14 95 8 927 303 43 43. Ну а сейчас, внимание на экран, смотрим сюжет. Создание условий для самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности студентов является одной из приоритетных задач руководства Сибайского института Башкирского государственного университета. Целенаправленная работа включает в себя обеспечение культуры поведения, организацию досуга студентов. Так, открытие специализации хореография на кафедре музыки в 2007 году послужило причиной основания ансамбля народных танцев «Сармат», имеющего на сегодняшний день богатую фестивальную жизнь. Одним из главных достижений при нынешнем руководителе ансамбля Ильдаре Хатмуллине является гран-при на юбилейном телевизионном конкурсе среди исполнителей башкирского танца «Баик-2017». На первом туре представили танец «Байрам», наш праздник. Во втором туре «Мирас», ансамбль такой, то есть «Мирас» танец, это башкирский такой колоритный танец. И вот этим танцем мы вышли на гран-при и выиграли. Башкирский такой колоритный танец. Сам руководитель сарматовцев вернулся с прошедшего конкурса в почетном звании «Репетитор года». Отмечая заслугу опытного руководства, отметим, что успешной деятельности творческого коллектива сегодня сопутствует как наличие прекрасных сценических костюмов и музыкальных фонограмм, так и 2 современных балетных залов. Проводить время в стенах этого просторного помещения участникам ансамбля приходится не реже 3 раз в неделю в самом интенсивном режиме занятий. Руководитель ансамбля подчеркивает, именно регулярность репетиций и высокая дисциплина при совершенствовании хореографического мастерства способствует достижению наилучшего результата. Участники коллектива целиком разделяют позицию своего творческого руководителя, позитивно оценивают изменения, которые принесли в их жизнь занятия танцами и по-своему формулируют педагогический стиль Ильдара Булатовича. Нам прививает также любовь к родине, любовь к танцам башкирским, любовь к традициям нашим, чтобы мы не забывали, чтобы жили ими. И также учит нас воспитанности. Это культура же, танцы это есть культура, поэтому это есть воспитанность. Сегодня ансамбль танца «Сармат» принимает самое активное участие во всех институтских и городских мероприятиях. Преподаватели активно включают в работу коллектива студентов из числа первокурсников СибашГУ и разучивают новые постановки, дабы дальше радовать своих зрителей. Ринат Музафаров, Нияз Мирхайдаров, Гульгина Расхидина. Специально для программы «Крупным планом». Элиза Гумеровна, мы только что посмотрели сюжет «Танцы Сармата». Помимо вот этого ансамбля, кого еще можете отметить по успешной деятельности в минувшем году? Ну, хотелось бы отметить творческие коллективы Центра народной культуры и досуга. Это Аньякай, руководитель, заслуженная артистка Республики Башкортостан Акназарова Эльвира Вакильевна, они стали победителями. Народно-фольклорный ансамбль Янгузай, руководитель Айсулу Ибрагимовна Абдрахманова. Также вокальный ансамбль «Миляш», руководитель Мамтуда Ильбакова, народный ансамбль кубузистов Яугель, также народный ансамбль танца Ак-Юндут, хотелось бы отметить, это Сибайский педагогический колледж, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан и Российской Федерации Нияз Ахметович Байзигитов. Они стали лауреатами 1-й степени в этом конкурсе «Баик». Для этого коллектива это большое достижение, потому что в этом году студенты только пришли учиться, только коллектив обновился. Они танцуют буквально 4 месяца и стали уже такими победителями 1-го места. Также хотелось бы отметить о танцевальном коллективе Сибайского института ЕТРУ. Они буквально недавно вернулись с конкурса, где заняли 1-е место на международном фестивале культуры, языка и тюркских народов, руководитель, заслуженный артист Республики Башкортостан Азат Набиуллин. Ихний солист Фаиз Узенбаев стал там обладателем гран-при среди солистов. Ну и, конечно же, все мы знаем Асию Султанну Гайнуллину, заслуженного работника культуры Республики Башкортостан. 12 декабря 2017 года в городе Москве министр культуры Российской Федерации Мединский вручил ей премию «Душа России».
Это очень большая премия, очень большая награда. Но я хочу сказать, что обладателем данной награды в городе Сибай является 2 человека. Первый – это Янузак Клысов был, преподаватель детской художественной школы, и Асия Султановна. Это очень большие награды перед, как говорится, новым нашим 18-м годом. Лиза Губерновна, я прерву пока свою серию вопросов, потому что у нас активизировались телезрители. Можно ли организовать кружок кройки и шитья для тех, кому 40-55 лет? Ну, конечно же, можно. Если вы хотите это сделать, у нас работают данные кружки, такие направления в Центре народной культуры и досуга, Центром детского творчества, это отдел образования относится. Но если какие-то есть идеи, пожалуйста, приходите. И в любой день я приму вас, и мы поговорим, и думаю, что мы найдем положительные решения по вопросам. Здесь вот скорее не вопрос, а пожелание. Надпись на площади с Новым годом на башкирском языке с ошибкой. Исправьте, пока не поздно. Хорошо, учтем. Спасибо. Так, ждать ли повышения зарплаты работникам культуры, интересуются наши телезрители. С 1 января 2018 года действительно ожидается, согласно указов. Да. У нас сейчас вот с этой недели началось открытие елок в поселках, и вопрос связан с этим. Почему утренники в поселках проводятся рано, когда дети еще в школе? Ну, по-моему, не везде, да? Вот тут только на Горке в 11 утра В 11 утра только на Горке, но это проводится, сначала согласовывается, естественно, с жителями, то есть председателем ТОС по опросам, потом только проводится, поэтому... То есть все вопросы к председателю да, ТОС? ТОС. Угу. Вот, так, кстати, вопрос, как обстоят дела с филармонией, когда планируется реконструкция здания? Потому что приходилось встречать мнение, да, что некоторые думают, что у нас филармонии нет вообще, хотя по факту нет только пока здания, коллектив существует и продолжает свою деятельность. Коллектив действительно существует, продолжает свою деятельность, они очень активно работают, они сидят в бывшем здании Аграрного университета по Пушкина. Ну, здание филармонии будет обязательно реконструировано, оно вошло в 100 учреждений Республики, ваше столетие республики, да, и в феврале, в марте месяце начинается реконструкция. А планируется ли в городе открыть детскую театральную студию? Ну, данные студии у нас функционируют, Центр детского творчества, это относится к отделу образования, и в детской школе искусств, поэтому, если хотят, могут дети посещать, пожалуйста. То есть планировать ничего не надо, да, все уже давным-давно создано и действует. Работает, да. И вопрос по Центру детского творчества, какие бесплатные кружки действуют, и есть ли какие-то льготы для многодетных или малообеспеченных семей? Ну, я хочу ответить, что Центр детского творчества относится к отделу образования, но я готова ответить на данный вопрос. Все кружки в Центре детского творчества, они бесплатные, поэтому все дети могут туда ходить. Только вопрос там по бассейну, если, наверное, хотели про это спросить, по бассейну, вы сходите к руководству, там все льготы действуют, поэтому, пожалуйста, можно ходить. Ну, мы с вами сегодня много говорили об ансамблях, исполнителях, чаще всего представляющих именно народное творчество, да, оно в городе очень активно развивается. А что касается современных направлений? Ну, современное направление у нас очень хорошо также развивается. Это очень много коллективов, это 15 коллективов современного направления. Конкретно могу сказать, это ансамбль танца «Эдельвейс», Сибайского института «Эйфория», Центр детского творчества «Лазурит», «Арабеск», детской школы искусств, «Пин-код», Центр народной культуры и досуга. Мы также очень тесно работаем с подростковым клубом «Ровесник». В каждом подростковом клубе там есть танцы современные. То есть у нас это направление тоже также идет. В этом году также совместно с телевидением проводили конкурс граффити, первый фестиваль. Так ведь прошел фестиваль шансона, джаза. То есть в этом направлении у нас тоже работа очень хорошо, активно ведется. Лиза Губерновна, ну, у нас близятся новогодние праздники, а вот в этот период по городу какие мероприятия проходят, что запланировано, и вот многие интересуются, да, будет ли салют на площади в новогоднюю ночь. Действительно, перед Новым годом проходит очень много мероприятий, это в каждых учреждениях культуры и образования проходит открытие елок, своеобразные мастер-классы, новогодние утренники. Полный график есть у нас и на сайте отдела культуры, на сайте администрации, пусть зайдут, посмотрят, и ВКонтакте на страничке. То есть очень много мероприятий, кому где что интересно, пожалуйста, могут посетить. Но открытие центральной елки у нас ожидается 26 числа.
в 5 вечера. Начало мероприятия с 4. Мы начинаем награждение городского конкурса «Новогодняя игрушка». Там принимало участие у нас около 350 человек, поэтому всех постараемся наградить, отметить подарками, дипломами. Новогодний утренник, новогоднюю елочную, сказала, в 5 часов. Ну, фейерверк, конечно же, будет. Также в 2 часа Да, ночи без изменений? Да, без изменений. Ну и потом, после Нового года, у нас предстоят достаточно продолжительные новогодние каникулы. Вот в этот период по вашей линии какие мероприятия запланированы? Чем можно себя развлечь, чтобы не лежать дома на диване и не доедать остатки оливье? Парк культуры и отдыха будет вас ждать. Там у нас будет работать каток, там у нас новая горка, там у нас прокат лыж, коньков. Горка появилась, раньше тюбинков. не было. Да, горка появилась именно зимой. Также детский театр «Сулпан», театр имени Арслана Мубарякова также будет спектакли показывать. Дом молодежи «Мир» будет проводить мероприятия. То есть очень много мероприятий по душе. Пожалуйста, приходите, уважаемые горожане. Ну и давайте немножко поговорим о планах на будущий год. Может быть, какие значимые мероприятия у нас по городу запланированы, какие вы цели вот перед отделом культуры ставите на следующий год? Конечно же, мы ставим на будущий год, 2018 год, очень хорошие, долгоиграющие цели. Хотелось бы свои обороты, наоборот, увеличивать. И основные мероприятия, которые нас ожидают, это, наверное, все уже знают, ждут, это Ирандык Муңдары, май-июнь месяц. Ну, нам радостно, что мы в этом году выиграли грант президента Российской Федерации на проведение данного мероприятия Ирандык Муңдары. Мы также будем проводить большой фестиваль национальной одежды. Это в рамках подготовки к Всемирной фольклориаде 2020 года. Также хотим проводить большой республиканский семинар совещания по линии работников музеев. Это у нас ожидается в октябре месяце, республиканский семинар. Ну и, естественно, участие во всех региональных, республиканских, международных конкурсах, рост творческих коллективов, защитах званий народных и образцовых. То есть работать будем, планы очень грандиозные, да. Вот, кстати, о музее, мы о нем не успели поговорить, у них же тоже в этом году есть достижения. Да, наш музей вошел в состав Союзов музеев России. Хочется сказать, что по республике вошли 2 музея только. Это наш музей и музей имени Нестерова. Поэтому у них достижения очень большие. Съездили в Санкт-Петербург, в Москву. Так что музей у нас развивается, растет, открывается много выставок. Приходите, посмотрите наш музей. Эфир подходит к концу. У нас поступили вопросы. Быстренько постараемся вкратце ответить. Юлдыбаев Ильдар задает вопрос: можно ли взять в аренду кинотеатр Ирандык на Горке, чтобы организовать там кружки для детей? В город ездить детям тяжело и далеко. Ну, насчет этого надо прийти на прием. К вам? Да, мы переговорим, потому что это долго объяснить, пусть подходит. Так. На памятнике Закива-Лиде отсутствуют буквы в биографии, необходимо их заменить. Еще одно пожелание. Учтем. И когда планируется завершить ремонт в парке имени Мажита Гафури? Не можем взять лыжи и пойти кататься. То есть все-таки к новогодним-то каникулам лыжня будет, да? Ну, буквально сегодня мы там были с главой города. Там все нормально, все работает. Приходите, ремонтные работы, хотя идут, они не мешают аренде выдачи лыж. Пусть приходит, без проблем. Большое спасибо за беседу. Ну и напоследок, в преддверии Нового года, ваши пожелания горожанам. Ну, хочется нашим горожанам, конечно же, в новом году пожелать это крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия, творчества. Любите и будьте любимы. С наступающим Новым годом вас! Спасибо. Ну а я вам, уважаемые телезрители, я хочу сказать, что на следующей неделе у нас есть небольшие изменения в программе. Прямой эфир состоится не в четверг, как обычно, а во вторник, 26 декабря. В связи с тем, что в наш город прибудет депутат Государственной Думы Российской Федерации Зариф Закирович Байгускаров, и именно он станет гостем нашего прямого эфира. Свои вопросы вы можете задавать заранее по тем телефонам, которые я сегодня уже озвучивала. Ну на сегодня все. До новых встреч и берегите себя.